Доброе утро, Якутия! На календаре сегодня 12 октября, четверг. В студии работаю я, Глаголева Елизавета. Просыпайтесь вместе с нами, заряжайтесь бодростью и позитивом, узнавайте первыми о событиях, которые произошли в мире и в регионе. А теперь давайте же узнаем, о чем мы расскажем вам сегодня. Хорошее настроение в начале дня даст вам возможность быть продуктивными. Поделимся лайфхаками, которые помогут вам проснуться утром в отличном настроении. В Якутске с 10 по 16 октября проходит первый открытый отраслевой чемпионат по креативным индустриям «Аяр-Устер» – «Творящие мастера». Наши первые гости расскажут, по каким компетенциям будут проходить чемпионат. Продолжаем нашу рубрику «Пусть мама придет». Сегодня мы познакомим вас с тремя детьми, двумя сестренками и их братом. Дети очень хотят обрести семью, и мы надеемся, что их мечта исполнится. Якутский кочующий музей отправляется в Амурскую область и Забайкальский край. А также давайте узнаем, какая же нас погода сегодня ожидает за окном. И по традиции давайте узнаем. На 6 часов утра в центральных районах плюс 6, плюс 12 градусов. В Заречной группе плюс 1, плюс 10 градусов. В южных плюс 7, плюс 10 градусов. В Вилюйской группе плюс 3, плюс 9. В Нижнеленских плюс 2, плюс 3. В западных плюс 5, плюс 13 градусов. В Колыма-Индигирской, Улусов минус 15, минус 6. В Янских минус 13, минус 7. На северо-западе минус 4, 0. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра составляет 9 градусов. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 5 метров в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Порывы 15-20 метров в секунду. Температура плюс 6, плюс 8 градусов по Цельсию. Дата события уникальна для каждого года. В 2023 году это дата 12 октября. Какие знаменательные даты и события произошли в этот день, вы узнаете прямо сейчас. На календаре 12 октября и в этот день отмечают Всемирный день борьбы с артритом, День кадрового работника России, День испанского языка. В народном календаре этому дню покровительствует Феофан Милостливый. По звездам ночного неба гадали об осенней погоде. Блистающие яркие звезды обещали сухую осень, а о самом их сиянии говорили: «У нас под окошком полны репы лукошка». Приметы. Обычно тот день выдавался теплым, о чем говорили: «Преподобный нас своим кафтаном укрывает». Когда дикие животные в лесу сходят в низкие места на зимовку, ожидай сильных морозов. Соль в солонке отсыревает к дождю. Деревья в инии к солнечному дню. В этот день основан город Ереван. Первый Октоберфест в Мюнхене. В Москве открыт памятник первопечатнику Ивану Федорову. Первый пассажирский рейс на самолете Ту-104 по международной воздушной линии Москва-Прага. С космодрома Байконур запущен трехместный космический корабль «Восход-1». Состоялся Лондонский парад Победы. В Сараево родился 6-миллиардный житель Земли. Михаэль Шумахер стал первым в истории гонок Формулы-1 шестикратным чемпионом мира, побив рекорд по количеству чемпионских титулов. Родились в этот день Дмитрий Донской, князь Московский и великий князь Владимирский. Серж Бриньоли – швейцарский художник, скульптор, коллекционер. Григорий Кравченко – советский летчик-ас, генерал-лейтенант авиации, дважды Герой Советского Союза. Лучиано Паваротти – итальянский оперный певец, лауреат премии Грэмми. Жасмин – российская певица, актриса. Паулина Андреева – российская актриса театра и кино. Мурат Гассиев – российский боксер-профессионал, чемпион мира по версии IBF. Именины празднуют Феофан и Иван. Но хорошее настроение в начале дня даст вам возможность быть продуктивным. Хочется иметь нескончаемый запас энергии, быть всегда на позитиве, делиться положительными эмоциями и никогда не уставать. Собрали важные ритуалы, которые помогут проснуться утром в отличном настроении. Просыпайтесь раньше обычного. Ранний подъем включайте в себя достаточно преимуществ. Утренние дела выполняются спокойно и уравновешенно. Процесс не превращается в беготню. Это дает возможность размеренно подготовить себя к работе и начать выполнять новые задачи раньше других, проведя первые часы после пробуждения без стресса и торопливости. Человек становится продуктивнее и в середине дня сохраняет положительный настрой.
Улыбайтесь и думайте о хорошем. Чтобы правильно начинать день, постарайтесь улыбнуться сразу же, как проснетесь. Ученые подтверждают, что улыбка как при пробуждении, так и днем стимулирует выработку эндорфина, дофамина и серотонина, веществ, ответственных за хорошее настроение. Это способствует укреплению иммунной системы. Заправляйте кровать. Застелить постель – один из самых простых приемов в том, чтобы стать дисциплинированнее, ответственнее и продуктивнее. Вы создаете не только визуальный порядок в комнате, но и упорядочиваете себя внутри. Это простое и быстрое действие, говорящее о правильном начале дня. Вы уже выполнили одну задачу, и она оказалась легкой. Привычка заправлять кровать дает понять, насколько важны детали, как они могут становиться ключевыми звеньями в цепочке дел и прокладывать путь к большим проектам. Когда вы придете домой вечером и увидите аккуратно сложенную постель, то поймете, что верно поступили утром. Пейте теплую воду с лимоном. Выпейте стакан воды с соком целого или половины лимона после чистки зубов. Это полезно для здоровья. Лимонный сок очищает почки и печень, стимулирует их к эффективной работе. В лимоне много витамина С, одного из ключевых веществ, необходимых для сохранения крепкого иммунитета. Вода с лимоном стабилизирует кислотно-щелочной баланс в организме, препятствуя вымыванию полезных веществ из костей и тканей. Делайте зарядку. Утренняя зарядка расслабляет мышцы после сна. Да, они остаются напряженными после этого. Усиливает кровоснабжение тканей и внутренних органов. Используйте обычные упражнения, растяжки или простые позиции из йоги. Сеанс 10-15 минут приведет тело в порядок и настроит его на производительный день. Медитируйте. Начните день с утренней медитации в тишине. Она имеет несколько положительных эффектов. Нормализует эмоциональный фон, снижает стресс, повышает стрессоустойчивость, укрепляет иммунитет. Не обязательно достигать медитативного транса. Просто расслабьтесь, сосредоточьтесь и проведите в спокойном расположении духа несколько минут. Завтракайте здоровой пищей. Об этом говорили и скажут еще 1000 раз. Завтрак – главный прием пищи для человека, особенно для тех, кто старается жить эффективно. Полезный завтрак насыщает до середины дня, поддерживает концентрацию и дает энергию. Создавайте. Прежде чем поехать на работу, посмотрите новости, проверить почту или отправиться на собрание. Создайте. Пусть это будет пост в блоге, рисунок, вышивание, видео, фото или инфографика. Неважно. Главное не обязанности, а творчество, которое позволит правильно начинать день. Утренние привычки могут как построить рабочий день, так и разрушить его. Используйте эти советы, чтобы каждое утро начиналось с удовольствия от жизни и заботы о себе, а уже потом о работе. Израильская шакшука – популярное блюдо на завтрак или ужин. Вкусное и питательное. Израильская шакшука – сытное и вкусное блюдо, популярное в Израиле. Готовить его не сложнее обычной яичницы, но на вкус шакшука получается отнюдь необычный. Доброе утро! Сегодня в рубрике «Полезный завтрак» мы будем готовить израильскую шакшуку. Для этого нам понадобится яйца, лук, морковь, томаты и растительное масло, а также томатный сок. Поехали! На разогретую сковородку наливаем растительное масло и выкладываем все овощи. Пока обжариваются наши овощи, мы высвобождаем яйца от скорлупы. Яйца – это всеми любимый продукт, особенно на завтрак. И сегодня готовим израильское блюдо. Так, к обжаренным овощам мы добавляем томатный соус. Роль томатного соуса может сыграть как томатная паста, томатный сок, или, как в нашем варианте, это томаты в собственном соку, протертые через терку. В соус уже можно добавить немного соли, перца и по вкусу любимых специй. Это может быть орегано, базилик, кинза, укроп, петрушка. Кому что нравится. В наш томящийся соус мы добавляем яйца и накрываем все это дело крышкой. У нас роль крышки на кухне обычно играет сковородка. Оставляем все это дело буквально на 4-5 минут
потомиться. А пока что нужно подготовить тарелку и нарезать зелень. Чтобы дополнить и без того яркий и насыщенный вкус нашей шакшуки, мы возьмем зеленый лук, базилик и петрушку. Все это меленько нарежем. Берем нашу импровизированную подачную тарелку. Готовая шакшука. Выкладываем сначала яйца. И потом заполняем оставшееся пространство соусом. Запах невероятный. Украшаем зеленью. Добавляем немного хрустящего хлеба. И наше блюдо готово. Дорогие телезрители, а у нас для вас прекрасная новость. 14 октября в Квартале труда пройдет первый республиканский фестиваль якутской анимации «Току-фест». Всех посетителей ждет знакомство с создателями якутской анимации, мультиков, конкурсы, лекции, мастер-классы, презентации новых якутских мультфильмов, интерактивные игры, якутские национальные игры, аниматоры, выступления и, конечно, многочисленные конкурсы. Приходите и станьте частью масштабного проекта. Подробнее о фестивале на сайте tokufest.ru. Ну а сейчас мы дадим слово нашим коллегам и в скором времени вернемся к вам снова. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Дорожники продолжают ремонт на участке 70 по 98 километр автодороги Яна в Тампонском Улусе. В целом, с 2019 года они привели в нормативное состояние более 120 километров этой автодороги. В настоящее время уложены водопропускные трубы и завершается устройство дорожной одежды. В будущем, в 2024 году, дорожники отремонтируют еще 39,5 километров. С прошлого года на двух улицах федерального значения Мира и Ленина города Вилюйска ведутся ремонтные работы. Второй этап содержал в себе асфальтирование дорожного полотна, установку дорожных бордюров, тротуарных дорожек для пешеходов, погружение колодцев для отвода талых вод. В данное время работы подошли к завершающему этапу. Сейчас же устанавливают придорожные ограждения, светофоры, дорожные знаки, а также освещение улиц города. Работы планируют закончить уже на днях. Для нас это большое долгожданное событие, событие которого горожане, также население нашего всего Улуса долго добивалось. И благодаря работе администрации района, администрации города, также благодаря, конечно же, в первую очередь администрации руководства ФКУ «Пордор», Министерства транспорта дорожного хозяйства Республики Саха-Якутия и, конечно, непосредственно благодаря нашему Идархану Сергеевичу, вот в этом году мы наконец-таки будем ездить уже по официально открытой федеральной трассе, которая проходит по городу Вилюйску. Одежда не по погоде, сниженный иммунитет и плотный контакт с другими людьми в закрытых помещениях поспособствовали скорому уходу многих школ на карантин. Времена цифровых технологий в таких случаях хорошо выручают, поскольку обучение не прерывается как раньше, оставляя детей с кипой домашней работы. Учителя продолжают вести занятия, сохраняя школьную успеваемость на должном уровне. Однако отмечают, что обучение в очном формате, конечно же, лучше. По словам врачей, количество заболевших находится на том же уровне, что и в предыдущие годы. Настоятельно рекомендуется проветривать помещения, соблюдать правила гигиены, вакцинироваться и при обнаружении недомогания, насморка или кашля сразу обратиться к специалисту и уйти на больничный. Большое количество детей учатся, в основном же дети у нас учатся в одну смену, да, и очень большая массовая. Один ребенок заболел, родители не обратили внимания, что ребенок начинает болеть, то есть жалуется, там чихает, да, жалуется на головные боли. Родители, как правило, отправляют в школу,
в детские сады ребенка, что не с кем девать. И вот идет коллективное заражение от одного ребенка к другому. В Московском доме национальности открылся второй международный форум «Женщина третьего тысячелетия». Ключевые темы форума – укрепление женского движения в России и взаимодействие с зарубежными дружественными странами. В этом году на мероприятиях площадки участвуют женщины-лидеры из регионов России, стран СНГ, Ирана и африканских республик. Деловая программа включает пленарное заседание, стратегические экспертные сессии, дискуссионные площадки, а также презентации регионов России на выставке «Руками женщины». Нашу республику на форуме представила делегация Мирнинского района, а якутянка Елена Адамова вошла в число победителей. 516 человек, в том числе 370 спортсменов, вошли в состав сборных команд, которые представят Якутию на 8-х международных спортивных играх «Дети Азии». Для подготовки якутские спортсмены приняли участие в 150 тренировочных соревнованиях в Дальневосточном федеральном округе и первенствах России по 24 видам спорта, которые будут представлены на играх «Дети Азии» в следующем году. В пределах республики также ведутся учебно-тренировочные сборы и выездные мероприятия. Бюджет Российской Федерации разделяется на 3 уровня – федеральный, региональный и местный. Важным элементом наполнения местного бюджета являются расчеты с торговых мест, а также оплаты при оказании услуг и работ при использовании контрольно-кассовой техники индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. Все эти платежи попадают в местный бюджет посредством налогообложения. Отчисления с каждого рубля идут на благоустройство дворов и окружающей среды, освещение, газификацию, здравоохранение, иные социальные, инфраструктурные и экономические нужды муниципалитетов. Не выдали кассовый чек? Обратитесь в ФНС России. Доброе утро! Ну а Якутия попала в топ-5 регионов конкурса «Дальний Восток. Земля приключений». Порядка 200 отчетов о путешествиях в дальневосточные регионы поступило в адрес агрокомитета конкурса. В топ-5 видеоотчета вошла и Якутия. Больше всего видеоотчетов пришло о путешествиях на Камчатку, Сахалинскую область и Приморье. Для оценки членами жюри было отобрано 56 лучших видеопутешествий. Жюри до 1 ноября определит победителей по 4 номинациям: пешее, водное, зимнее путешествие и автор самого лучшего путешествия. Обладатель гран-при получит 3 миллиона рублей. По итогам конкурса создадут интерактивную карту маршрутов регионов Дальнего Востока. Лучшие работы покажут в эфире федеральных и региональных телеканалов. Якутский кочующий музей отправляется в Амурскую область и Забайкальский край. С 14 по 30 октября по железной дороге команда Музея музыки и фольклора народов Якутии отправится в города Белогорск, Чита и поселок Агинское Агинского Бурятского округа. Помимо показа экспозиции, коллектив музея подготовил насыщенную культурную программу. Подробнее о проекте расскажет Марфирина Алексеева. В рамках турне пройдет ряд больших культурных мероприятий, направленных на популяризацию культурного наследия коренных народов Якутии, расширение культурных связей между регионами и взаимодействие культур. В программе организация 2 передвижных выставок из фонда Музея музыки и фольклора народов Якутии. «Мотивы Севера», где будет представлена национальная одежда и утварь коренных народов Якутии, и выставка «Чарующие звуки предков». Ну, чтобы для посетителей было интересно, не только вот через витрины, чтобы они смотрели наши экспонаты, но чтобы они потрогали, пошумели, поиграли. Мы везем с собой, решили везти с собой музыкальные инструменты. Выставка будет называться «Чарующие звуки предков». И вот посетители могут там поиграть, пошуметь, вот, попробовать на них. Вот. Также состоится премьера документального фильма «Кочующий музей».
Для самых маленьких посетителей коллектив организует дни якутской анимации. Каждый анимационный материал – это история о традициях коренных народов, сказки, рассказанные старожилами удаленных сел Якутии. Эти две девки в проходную моются, наряжаются саруна-баби. Помимо этого будут организованы арт-встречи, концерты деятелей культуры и искусства Якутии. Так, с посетителями кочующего музея встретится ведущая солистка Государственного театра оперы и балета Якутии, а также этнопевица, артистка театра коренных малочисленных народов Севера Синельги. Я могу петь, если гастролирую, на бубне играть, на инструментах, горловить. И рассказываю на мастер-классах про, даже повторяют венгерские хороводные песни, учим горловые, методы какие есть. Я сама шью, у меня очень хорошие, шикарные, можно сказать, национальные костюмы. Я все с детства шью, я с детства кочевала, родилась в семье эвенков, которые кочуют. У нас были свои олени, но все равно не все знают, я буду все это рассказывать. И мне очень отрадно, и я очень люблю свой народ, свою культуру, и это делаю от всей души. Проект «Кочующий музей» действует более 10 лет, но ранее они ездили по республике. В прошлом году впервые выехали в культурную столицу, город Санкт-Петербург. В этом году межрегиональный проект «Кочующий музей» стал победителем президентского фонда культурных инициатив. Благодаря этому с культурой коренных народов Якутии познакомится население Амурской области и Забайкальского края. Марферина Алексеева, Георгий Григорьев, Якутск. Ну а в Якутске с 10 по 16 октября проходит первый открытый отраслевой чемпионат по креативным индустриям «Аяр-Устар. Творящие мастера». Чемпионат проводится с целью выявления, развития и поддержки перспективных представителей индустрии, обладающих выдающимся потенциалом и высоким уровнем компетенций. Соревнования проходят по 10 наиболее массовым и востребованным компетенциям креативных индустрий. И у нас сегодня в гостях Концевич Валерия Вячеславовна, заведующая Центром креативной индустрии Советского политехнического колледжа Ханты-Мансийский автономный округ, и Андрей Виталий Михайлович, директор Республиканского многоуровневого колледжа, город Улан-Удэ, Бурятия. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Какие же у вас впечатления о нашей республике? Всем здравствуйте. Мы в Якутии впервые. Нас встретили очень гостеприимно. Мы уже побывали в царстве вечной мерзлоты. Эта история очень поразила нас и восхитила. Там очень красиво. Советую всем побывать там. Также в ходе беседы выяснилось, что наши культуры очень похожи. У нас в Ханты-Мансийске это малочисленные коренные народы Малого Севера, да, Ханты-Манси, и очень похожи обычаи, еда, культура, одежда. И, конечно же, есть различия, но вот это совпадение очень интересно. А у вас? Первое впечатление очень сильное, потому что вчера, вообще я нахожусь по приглашению директора колледжа креативных индустрий Яковлевой Елены Григорьевны, и вчера побывал на мастер-классе по изготовлению якутских ножей у мастеров, да, готовства Романа Ильича, его сына, и нахожусь до сих пор под впечатлением, как ребенок, потому что прикоснулся к тому, что можно делать своими руками, к кузнечному делу, и мы, работая в колледжах, что мы у нас в республике, что здесь у вас, это все равно, прививая рабочие профессии, навыки, очень важно. А расскажите о целях вашего визита. Мы приехали поучаствовать в чемпионате, открытом отраслевом, да, чемпионате Аяр-Устар. Наши студенты участвуют, мы приехали с 3. Это по компетенции фото, графический дизайн и моделирование игр. Вообще наша деятельность какая? Так же, как и у нас есть колледж креативных индустрий на базе Советского политехнического колледжа. Моя должность – это заведующий Центром креативных индустрий. Чем мы занимаемся? Это выявляем, раскрываем потенциал студентов и продвигаем и реализовываем их проекты. А как развиваются ваши креативные индустрии в регионах? Как развиваются креативные индустрии? У нас очень развиваются предприниматели и организации в креативных индустриях. Это такие как бренды одежды, связанные именно с культурой, проникнутые культурой ХМАО.
диджитал-агентства, индустрия моды, ремесленники, точно так же, кто уже предприниматели, самозанятые. Они даже еще не подозревая, что они в этом направлении развиваются, еще раньше уже развивались в этом. И мы, как колледж креативных индустрий, именно являемся катализатором изменений в нашем городе и в нашем регионе точно так же. Очень тесно взаимодействуем со школами креативных индустрий, которые находятся в городе Ханты-Мансийске, Сургуте, и точно с предпринимателями и работодателями. Андрей, а у вас как проходит? Ну, у нас в регионе тоже развивается креативная индустрия, созданы школы креативных индустрий, есть институт культуры, ну вот звено, скажем так, среднего профессионального образования, как колледж, вот пока, скажем так, активно не вошли в проект креативных индустрий, но мы в любом случае в этой отрасли, потому что у нас очень многие специальности, направления, это дизайн, дизайн одежды, графический дизайн, парикмахерское искусство, туризм, так или иначе связаны с креативкой, если так можно выразиться, да, и очень активно развивается. Самая главная задача в креативной индустрии это что? Это чтобы ребята, которые учатся в профессии, чтобы они могли коммуницировать между собой, создавать какие-то совместные проекты, вот каждый из своей отрасли, выдавать их на гора, и чтобы у ребят самое главное, вот задача, которую я вижу и понимаю, чтобы ребята оставались в своих регионах. Имели возможность коммуницировать, создавать какие-то общие идеи, генерировать их, вырабатывать, выдавать какой-то общий продукт и понимать о том, что вот он важен здесь и сейчас, и жить вот на своих территориях, при этом очень широкий и большой потенциал в каждом из наших регионов. Ага. А какие креативные индустрии сейчас востребованы на данный момент, как вы считаете? На данный момент именно в нашем округе вообще востребованы все креативные индустрии, иначе таких бы направлений не было. У нас очень широко развивается графический дизайн, у нас анимация, 3D, моделирование игр, да, все, что связано с программированием. Я считаю, что креативная индустрия — это такой некий синтез традиционных искусств и вот современных, о чем говорит коллега. То есть когда мы, каждый человек же, вот он несет в себе какой-то запас культуры, скажем так, что ли, который наработан был предками, и посредством живописи, каких-то других проявлений он это выражает, и современные 3D-моделирование, анимация, кинопроизводство, там, дизайн одежды, то есть привносит что-то свое, и получается вот продукт креативных индустрий, о чем мы говорим. То есть вот это некое творчество, которое можно реализовать, которое пойдет в народ, и который вот он и как отрасль экономики становится. Вот это, наверное, самое главное, чтобы он мог и зарабатывать, получать от этого максимальный эффект, то есть ему было бы, когда его труд приносит не только радость, да, но еще и какую-то возможность дохода, что ли, чтобы ему жить. И пользу. Обмен опыта сейчас имеет важное для вас значение, да, потому что вы обмениваетесь опытом, знаниями. Что вы для себя взяли и что будете использовать в дальнейшем? Я уже точно скажу, что мы взаимодействуем между колледжами креативных индустрий давно, с самого начала, да, этой площадки. Было очень интересно и познавательно приехать сюда и пообщаться именно лично. Вот сейчас мы планируем более такое близкое общение, сотрудничество и обмен опытом, чтобы обмениваться методическими рекомендациями, обмениваться именно педагогическими техниками, как это все передавать, как работать с работодателями, да, как работать именно с выпускниками и так далее. И какие вы хотите дать пожелания участникам первого чемпионата по креативным индустриям? Ну, чтобы ребята развивались, даже, наверное, не самим участникам, а организаторам, потому что это большое дело организовать, провести, все ресурсы подтянуть. И большое дело, на самом деле, вот все организаторы, и министерство, и колледж креативных индустрий. А ребятам не останавливаться на достигнутом, развиваться, не стоять на месте, всегда искать что-то новое, общаться с другими регионами, с другими ребятами. И, несомненно, это даст свои плоды. Если вы хотите кому-то сейчас, может, передать привет или какие-нибудь слова, можете сейчас прямо это сделать. Я бы с удовольствием передал привет всей бурятской диаспоре, которая проживает в городе Якутске, в самой Якутии, от жителей республики.
с пожеланиями процветания, развития, здоровья и всего самого хорошего. А вы? Я передаю привет Ханты-Мансийскому автономному округу, городу Советскому, Советскому политехническому колледжу, директору Болдыревой Надежде Николаевне и, конечно же, своей семье. Спасибо вам большое за такую интересную беседу. Очень приятно познакомиться все-таки с людьми из разных городов. Да? Желаю вам успехов и, конечно же, новых интересных проектов. А в каждой профессиональной области есть гуру своего дела. В строительстве это архитекторы, в медицине врачи, и в нашей чайной индустрии тоже есть специалисты своего дела. Чайные эксперты, и называется их профессия ти-тестер. Появилось это слово от английского «тия» – чай и «тестер» – пробовать. Это своего рода дегустатор чая, пробующий вкус, при этом не просто любитель, а именно эксперт. Всем добрый день, меня зовут Иванов Лазарь, я являюсь чайным специалистом уже на протяжении 4 лет. И сегодня я вам поподробнее расскажу о своей профессии и что это вообще значит. Сама работа ти-тестера изначально она появилась примерно в 16-17 веке, как только уже зародился чай. И уже в то время появились люди, которые начали изучать данную культуру и распознавать разные вкусовые ноты, распознавать градации вкусовых изменений в зависимости от региона, в зависимости от культивации, в зависимости от метода сбора, в зависимости от переработки и так далее. Потому что все эти факторы влияют очень сильно на итоговый вкус напитка. Но особую распространенность данная профессия в России и, в частности, в нашей республике нашла относительно недавно, в современном 21 веке, это примерно 2010-2012 года. Какие качества в человеке нужны будут, чтобы работать ти-тестером? В первую очередь, само собой, это любовь к чаю и любовь к распознаванию чего-то нового, чего-то необычного. Потому что каждый чай будет иметь все равно свои особые вкусовые черты. Какие знания понадобятся человеку, чтобы вступить в данную профессию? В первую очередь, это даже не знание химии, биологии. Конечно, базовые элементы и базовые знания вам пригодятся, но в первую очередь это все-таки нужно будет хорошо знать процесс создания и приготовления чая. Потому что чай – это, знаете, такая удивительная штука, где, по сути, самую особую распространенность имеет камелия китайская. Это классический, истинно исконный куст, из которого делают практически все чаи. Это касается черных, зеленых, улунов, белых, красных и так далее. И вот, дорогие друзья, представьте, один чайный лист от одного и того же растения, в зависимости от региона произрастания, в зависимости от разных условий произрастания, от разных методов переработки и сбора, может быть абсолютно совершенно разным. Может идти градация от абрикоса, персика или каких-нибудь очень нежных цветковых полевых вкусов. И лично меня особенно именно это притягивает. А теперь наступило время нашей традиционной рубрики «Пусть мама придет». И мы познакомим вас с 3 детьми, 2 сестренками и их братом. Дети очень хотят обрести семью, и мы надеемся, что их мечта исполнится. Знакомьтесь с 2 сестрами и их братом. Фазлиддину 9 лет. Как и многие мальчики, он любит рисовать машины. Фазика, что ты рисуешь? Я рисую гоночную машину. Я нарисовал солнце, небо, дорогу, по которой едет машина. А этот водитель едет в магазин. Мадине недавно исполнилось 8 лет. Она перешла во 2 класс. Я учусь в школе, мне очень нравится писать, учителя слушать и получать 5. А я нарисовала на картине лялю. Она у меня на море загорает. И у меня она катается с горки. У нее горит солнце. И идет дождик. Младшей Малике 7, и она готовится идти в школу. Я еще в садик хожу, я играю, кушаю и рисую, и сплю.
Фазик, Мадина и Малика очень любят друг друга. Братишка опекает своих сестер, помогает им и не дает в обиду. Дети всегда и во всем поддерживают друг друга. Малика и Мадина посещают кружок рукоделия «Радуга». Здесь вместе с преподавателем они учатся делать поделки из подручных материалов. И благодаря усидчивости, терпению и трудолюбию у них многое получается. Пока девочки создают поделки, Фазик тренируется в спортзале. Его главное увлечение – бокс. На тренировках Фазик проявляет старание, силу духа и бойцовский характер, что помогает ему успешно выступать в соревнованиях. А ты у нас кем мечтаешь стать? Еще пока не решил. Ты когда вырастешь, кем хочешь стать? Доктором. Расскажи нам, вот ты, когда вырастешь, кем станешь? Воспитателем. Воспитателем в детском саду. Ты любишь детей, да? Фазик, Мадина и Малика очень дружные, доброжелательные и открытые дети. Мы вот вас снимаем, хотим, чтобы вас взяла хорошая семья на воспитание. Вот вы хотите в семью? Да. А в какую семью вы хотите? Мы хотим в семью, где родители добрые, никогда не ругаются, всегда разрешают. Добрые родители. Мы очень хотим и надеемся, что дети обретут семью. Пальто должно быть в гардеробе любой модницы, стильное и функциональное. Наша рубрика «Советы стилиста» расскажет, как выбрать пальто, чтобы оно прослужило не один сезон и при этом создавало максимально трендовые образы. Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Бронислава Мэй, я персональный стилист. Самое время менять верхнюю одежду на что-то более легкое и стильное. Эко-шубы давно завоевали сердца многих модниц, и это возможность иметь не одну шубу в гардеробе, а сразу несколько. Например, эко-шуба данного фасона выглядит очень хорошо, стильно. Она похожа на куртку удлиненного формата. Вы можете носить такое даже с высокими унтами ботфортами. Это будет выглядеть также хорошо. Также вы можете сочетать с брюками, с различными костюмами. Такая куртка, я думаю, может быть базовой в гардеробе, основной. То есть дальше вы можете дополнять более яркими акцентными шубами в разных цветах. Мы все с вами уже привыкли к фасону тренч. Данный фасон хорошо смотрится в весеннее время, осеннее время, потому что это стильное пальто, которое всегда органично вписывается в гардероб. А здесь у нас пальто Астраган. Это также эко-мех под каракуль. Такое пальто вы можете носить в сочетании, например, с толстым армейским ремнем, с кепками, это будет хорошо смотреться, с различными шляпами. Такое пальто хорошо впишется в гардероб девушки, которая работает в офисе. Это будет выглядеть органично и естественно. Следующий вариант – это шуба из эко-кролика. Это базовый фасон, который вы можете носить по-разному. Здесь вы можете расстегнуть пуговицы и носить в формате халат за счет ремня. Также вы можете носить его в формате оверсайз, то есть застегивая на пуговицы. Хорошо будет сочетаться с плоским ходом и с объемными головными уборами, балаклавами и шапками капор. Леопардовый принт выбирают девушки, которые любят рисковать и приключения. Именно в такой шубе вы точно найдете себе много классных приключений и будете выглядеть очень ярко. От вас точно невозможно будет отвести глаз. Такую шубу в сером цвете можно носить как базовый предмет гардероба, потому что именно серый цвет нивелирует дерзкие намерения данного принта, поэтому вы можете спокойно носить его даже каждый день. Выбирайте цвет и принт по своему настроению и состоянию души. Когда вы выбираете себе куртку или пуховик, обязательно смотрите на состав материалов, из которых она выполнена, потому что именно это дает гарантию тепла и надежности, также прочности и износостойкости. Данная куртка в ярком желтом цвете поможет вам отличиться на улицах города. Ну и, конечно, поднимет настроение. Вы будете самым настоящим солнцем на улицах города.
Данная куртка отлично подойдет для девушек, которые любят сочетать разные образы. К данной куртке вы можете добавить огромное количество разных аксессуаров любых цветов. Это могут быть и яркие головные уборы, это могут быть и акцентные варежки, обувь или сумка. Такая куртка отлично сохранит тепло за счет своей длины макси. Это один из трендов сезона, поэтому выбирайте такую длину и чувствуйте себя комфортно. Данная куртка – идеальная база. Именно с нее можно начать строить свой гардероб верхней одежды. Имея, например, базовую куртку в гардеробе, дальше вы можете спокойно дополнять ее более яркими акцентами. Такая куртка чем хороша? Она универсальна. Вы сможете ее носить в сочетании с разными головными уборами и обувью. Бежевый цвет отлично успокаивает и хорошо подходит для тех, кто является приверженцем минимализма. Напоминаю, что сегодня четверг, а значит скоро пятница и выходные. А это значит, что нужно запланировать свой отдых. Наша рубрика «Киноафиша» расскажет о киноновинках этих выходных. Вся наша жизнь Смотрите в кинотеатре «Центральный» с этого четверга. – результат выбора, который мы делаем. И от прошлого никому не скрыться. Итан, это миссия. В мировой прокат вышел 7-й фильм знаменитой серии шпионских боевиков с Томом Крузом «Миссия невыполнима». В новом фильме главный герой Итан Хант сражается с разумным алгоритмом, колесит по Риму, бегает по Венеции и прыгает со скалы на движущийся поезд. С каждой частью серии «Миссия невыполнима» противники Итана Ханта становятся все опаснее. В 2 предыдущих фильмах герой сражался с сетью профессионально обученных спецагентов-ренегатов. В новой части на пути Ханта и вовсе встает искусственный разум, способный просчитать все варианты развития событий. Новый альманах «Эд» якутских режиссеров Дмитрия Давыдова и Степана Бурнашова выходит на большие экраны. Как и первая часть, второй альманах назван двусмысленно. В переводе с якутского слово «эд» означает «мясо» и «скажи». По словам режиссеров, это некое продолжение первого альманаха под названием «Ид», но герои совсем другие, а истории такие же драматические, комедийные и жизненные. Круглые герои снимут свое эпичное кино. Смешарики снимают кино. И не просто, а целый сборник из нескольких короткометражных фильмов. В программе боевик и комедия, фантастика и фэнтези, мюзикл и немое кино. А также эльфы, феи, древние пророчества, мировое зло, пинбонд и роботы-дроиды. Если вы хотите заглянуть на съемочную площадку и увидеть, как создают киношедевры, тогда поспешите. Съемочная группа смешариков уже ждет вас. Смешарики снимают кино. Учитель, я хочу познать истину. С 12 октября во всех кинотеатрах. Легкая романтическая комедия Ребекки Миллер «Иди ко мне, детка». Чем занимаешься? Управляю буксиром. В неумелых руках это смертельное оружие. Исполнители главных ролей Энн Хэтэуэй и Питер Динклэйдж сыграли семейную пару. Он композитор в глубоком творческом кризисе, который никак не может закончить оперу. Она его психотерапевт. По совету жены он отправляется на поиски вдохновения. Одна авантюрная ночь в Нью-Йорке, и жизнь композитора переворачивается с ног на голову. Я влюблена. Нет. Ты ведь не убиваешь и не съедаешь мужчин? Пока не довелось. Иди ко мне, детка. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Кстати, уже сегодня состоится релиз нового альманаха якутских режиссеров Степана Бурнашова и Дмитрия Давыдова. Новая картина – продолжение нашумевшего альманаха двух режиссеров «Ид».
На этот раз авторы исследуют человеческие отношения, проявления характеров и судеб через призму городской среды. И у нас сегодня в гостях Егор Васильев, Джида, музыкант. Утро доброе. Доброе утро, Доброе. Егор. Расскажите, пожалуйста, как пришла идея этого такого интересного кинофильма? Дмитрий Адвыдов пригласил меня, попробоваться в роли, на одну из ролей этого альманаха. Я играю там сотрудника ДПС. Так, мне стало очень интересно, я прочитал вот этот сценарий, и когда я прочитал финал, я сразу сказал: пожалуйста, пожалуйста, возьмите меня, я хочу сыграть эту роль. И потом как-то, 2 дня съемок, и все. А так я вот это не видел, к сожалению. Да. Егор, а кто еще также с вами играл в кинофильме? Так, в нашем сюжете со мной играет Аюна Спиридонова и Федот Львов. Такой Сколько трио. проходили съемки и где они проходили? Так, я снимался 2 дня, у меня было 2 съемочных дня, так, на нашем эпизоде. А так они вроде, уже давно снимали, и там, видимо, очень долго, но там же 6 историй, 2 режиссера. 6 историй. Да. И как вы считаете, чем должны заинтересовать зрителей эти истории? Так, во-первых, я считаю, что и Бурнашов, и Давыдов — это, почти единственные режиссеры, у которых есть такое, четкая определенная художественная какая-то, метафоричность, да, поэтому я думаю, у них всегда что-то интересное выходит, поэтому искусство, я думаю, что, задают вопросы, и они это, кажется, очень хорошо умеют. У вас также проходил недавно концерт, да, 16 сентября этого года, и он был немного необычный. Расскажите про него, пожалуйста. Так, в этом году 20 лет, у меня юбилей творчества. Поздравляю. И поэтому я решил сделать большой концерт еще один. СКА Дохсун, 6 тысяч зрителей. Что, в смысле, мы очень довольны, и сейчас готовимся к большому республиканскому. Это анонс туру «Квитингдоттер». Расскажите о фильме именно вот конкретно, как проходили съемки, вот именно где именно проходили? Так, мы снимали это где, дальше это Баги, там в лесу немножко где-то, там где просека. И, у нас в Якутии такая особенность летних съемок, это машкари, комара. Это да. Комары, и нас, а так это было очень интенсивно, профессионально, очень большая команда. Так что, никаких сложностей, я думаю, в этом плане. А какая атмосфера царила, когда на съемках вы были? Очень творческая. Очень творческая? Но при этом, что я очень хорошо оценил, что мне в работе нравится, да, там было свободно, вольготно и творчески, но в то же время все было очень четко, профессионально. Вот так, как и А что вам больше всего запомнилось? Может, какой-то забавный момент был при съемках в кинофильме? Да, у меня там эпизод, где я должен упасть за дорогу в кювет. И там я падал несколько раз и жжет что-то, да, каждый раз. А потом, оказывается, там осколок бутылки, у меня сейчас дырка на всю жизнь здесь осталась. Но вы же, получается, музыкант, да? И также вы снимались в фильмах, да, и снимали свой фильм, как мне известно. Да, но это было давно и неправда, можно сказать. И там я в основном, у меня был один полнометражный фильм, да, как будто про меня, но это художественный фильм был. Потом, пара эпизодов таких камео. И этой же весной мы сняли короткометражку с Чиняновым, очень хорошую, я там тоже главную роль сыграл глухонемого парня. А вот сейчас, мне кажется, это моя первая настоящая, роль, когда это совсем другой человек, совсем другой характер, совсем другой образ. А как вы себя чувствуете актером и режиссером? В новом амплуа? Мне учусь, мне интересно всегда что-то новое начинать. Да? Да. Спасибо вам большое. Желаю вам успехов и, конечно же, новых интересных проектов, которые в скором времени, думаю, уже появятся.
Ну а сейчас мы дадим слово нашим коллегам и скоро снова вернемся. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Неработающим ветеранам труда Якутии компенсируют санаторно-курортное лечение. С этого года внесли изменения в порядок предоставления льготного санаторно-курортного лечения и выплаты денежной компенсации. Ежемесячную денежную выплату ветеранам труда предоставляют при достижении мужчинам 55 лет, женщинам 50 лет. Направление на санаторно-курортное лечение предоставляют в порядке очередности. Ее формируют согласно дате подачи заявления ветеранам в Управление социальной защиты населения и труда. На начало октября льготным санаторно-курортным лечением воспользовался 471 гражданин. Стартапы в сфере цифровизации сельского хозяйства смогут привлекать больше инвестиций. Компании получат поддержку благодаря договоренностям венчурного онлайн-хаба Сбера Сбер-Юнити и Интер-Агротеха. Стороны будут привлекать агротек-стартапы и резидентов ассоциации на платформу Сбер-Юнити. Стартапы, создающие решения для точного земледелия, инструменты с использованием искусственного интеллекта и роботизированные системы для сельского хозяйства, смогут размещать на ней свои разработки. А представители агропромышленных предприятий и агрохолдингов выбирать из них оптимальные и публиковать запросы на технологии или заказывать скаутинг. Подготовка по пропуску вешних вод через город – одна из основных задач у администрации города Алекминска. Так, силами службы эксплуатации городского хозяйства в Алекминске уже начались работы по подготовке водопропускных каналов. Производится углубление, очистка, обустройство мостовых переходов. Вслед за очисткой канав идет и вывоз грунта. Также будет проведен ремонт отмостки канав на тех участках, где это необходимо. Всего в планах успеть до холодов очистить и углубить канавы по всему городу. В настоящее время ведем работу по очистке канав водопропускных по улицам Урицкого, Кирова, Филатова, Молодежная, Бровина, Логовая, Кудрина-Богинского с вывозом выкопанного грунта. В Республиканском комплексном центре социального обслуживания открылась мастерская для людей с ментальными отклонениями. Это стало возможным благодаря поддержке правительства и Министерства труда и социального развития республики. Это часть инклюзивного проекта, который успешно работает с апреля 2021 года. За это время в нем приняли участие 37 человек, которые сегодня успешно трудятся в частных предприятиях и госучреждениях. В мастерской работают 16 мастеров, 3 в швейном цехе, 10 в гончарном и еще 3 будут изготавливать пастилу. В первую очередь проект предназначен для того, чтобы люди с особыми потребностями успешно входили в социум и развивались в трудоустройстве. Наши ребята все работают, получают зарплату, копят на длительные отпуска, ездят в отпуск. Очень нравится, всем научились готовить. Ходим свободно в магазин, покупаем продукты, вещи, готовим любимые блюда. Сюда пришла, чтобы просто поддержать, научиться, может, даже тоже гончарное дело чему-то, может быть. Вот, научиться, а потом в свое, может быть, продавать. Новый 53-й сезон артисты и зрители театра оперы и балета встретили в преображенном здании. В ходе ремонтных работ устранены протечки на кровле и разрушения на фасаде, частично заменена сантехника, полы, установлены новые окна, двери и приборы освещения. Отремонтированы репетиционные залы балета и хора, гримерные, мастерские, рабочие кабинеты. В основном ремонт коснулся служебных помещений, поскольку во многих из них ремонт не производился с момента строительства здания с 1982 года. Сцену также обновили. Обновлен и дополнен парк инструментальных микрофонов, используемых для подзвучивания оркестра. Установлены новые пластиковые подоконники, правильно монтированы. То есть проблем никаких не должно быть. С отоплением у нас в производственном цеху не хватало отапливать площадь. Зимой температура иногда доходила до минус 5 градусов внутри помещения. Сейчас там установлено новое отопление, установили вулканы. И будем надеяться, что проблема решена. К этому часу это все новости. Хорошего дня.
Ну а мы в эфире Якутии, и в завершении, конечно, хочется повторить погоду, если кто-то проспал. На 6 часов утра в центральных районах плюс 6, плюс 12 градусов, в Заречной группе плюс 1, плюс 10 градусов, в Южных плюс 7, плюс 10, в Вилюйской группе плюс 3, плюс 9, в Нижнеленских плюс 2, плюс 3, в Западных плюс 5, плюс 13 градусов, в Колыму-Нигирской группе Улусов минус 15, минус 6, в Янских минус 13, минус 7, на северо-западе минус 4, 0 градусов. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра составляет плюс 9 градусов, атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба, ветер западный 5 метров в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду, температура плюс 6, плюс 8 градусов. И на этом наш эфир завершился. Встретимся завтра в это же время, в этом же месте. Всего доброго!